Китайцы, корейцы, японцы, буддисты со всего мира постоянно приезжают к нам, чтобы увидеть этого Будду в нирване. Это целое паломничество. Они здесь молятся, возлагают цветы. Мы им не мешаем. Будда в Душанбе привлекает тысячи туристов и паломников ежегодно. Это самая большая статуя Будды, находящегося в нирване в мире. Ее длина составляет 14 метров, и она была создана аж 1600 лет назад. Столичный музей древностей стал знаменит именно благодаря ней. Будда сегодня одна из главных достопримечательностей страны. Мне действительно понравился тур по музею, но самый потрясающий артефакт – Будда. Атмосфера статуи впечатляет. Я вообще очень рада, что мне удалось его увидеть. О его существовании мне рассказали мои коллеги, которые меня пригласили в Душанбе. И я очень рада, что у республики и у людей, которые работают здесь в музее, есть силы, воля на то, чтобы такие потрясающие экспонаты сохранять. Главному экспонату даже выделили почетное место – самый большой зал целиком. Это потрясающая находка. Она говорит о том, что на нашей территории было немало исповедующих буддизм. Меры безопасности очень серьезные, запрещена фото- и видеосъемка, которая, по словам археологов, плохо влияет на экспонат. Съемочная группа настоящего времени первые за несколько лет, кому разрешили снимать здесь официально. С момента установки в этом зале в 2010 году статую ни разу не передвигали, чтобы не повредить. Несколько лет назад в Таджикистане был построен новый большой национальный музей, и Будду хотели перенести туда, но археологи и специалисты не разрешили этого делать. Дело в том, что статуя выполнена из глины, она очень хрупкая, поэтому для нового музея сделали точную копию, а вот оригинал останется здесь навсегда. Будда был найден на юге Таджикистана советскими археологами еще в 60-е годы прошлого века в заброшенном храме, а реставрирован в 1997-м. Место находки жители ближайших сел до сих пор называют Аджина-Тепа – холм джиннов. Всего было найдено 600 артефактов и различных обломков статуй Будды. Они сегодня распределены по разным музеям страны. Здесь видно, что части статуи отличаются друг от друга. Дело в том, что сохранилась только нижняя часть и часть головы, а вот середина туловища была восстановлена заново. Дело в том, что в 8 веке нашей эры, когда в Среднюю Азию пришел ислам, разрушались все буддийские храмы и монастыри, и поэтому была разрушена и эта часть, но ее восстановили максимально близко к оригиналу. Более 97% населения Таджикистана сегодня составляют мусульмане, и по словам руководства музея, бережное отношение к артефактам и древним предметам культа до исламской эпохи говорит о терпимости и уважении к другой вере и демонстрирует истинное лицо мусульманина. Особенно это актуально сегодня, когда на Ближнем Востоке идет уничтожение артефактов, имеющих мировое значение. Анушервон Арипов, Насим Исамов. В настоящее время. Таджикистан.